кадетской школе-интернате имени генерала Трошева в мирном разгар учебного года. На сегодня в учреждении службу несут 95 воспитанников со всех уголков Якутии. Один день из жизни кадетов Алмазного края в репортаже Туяры Неустроевой. В кадетской школе день начинается по-военному. С общего построения, приветствия директора и рапорта командиров отделений. Здравствуйте, товарищи кадеты! Бодрый боевой настрой на всю неделю дает кадетам исполнение государственных гимнов России и Якутии. Новая традиция в воспитании патриотов. У кадетов прекрасные условия для учебы и проживания. Оснащенные наглядными материалами, интерактивными досками кабинеты, стрелковый тир с богатым набором учебного оружия, для расширения кругозора библиотека, компьютерный класс с выходом в интернет, музей боевой славы. Для здоровья кадетов медицинский кабинет, в столовой вкусное разнообразное питание, в расположениях порядок и чистота. В этом году в школе обучается 95 кадетов на сегодняшний момент. Все они из разных районов республики. В основном это дети из неполных семей, учителей 11 и 6 педагогов доп. Образования и офицеры-воспитатели. Вступительные испытания – это 3 предмета – математика, русский и физкультура. В школе действует рейтинговая система. Кадет, набравший в конце четверти наибольшее количество баллов, получает приз. Один из лучших воспитанников – кадет первого взвода Александр Накоскин. Он награжден нагрудным знаком за отличие Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерала Трошева. Я учусь в кадетской школе с 2009 года. Мне нравится здесь много времени проводить со своими друзьями, с которыми я учусь. Также нравится ездить на соревнования. Вот благодаря, обучаясь в кадетской школе, я уже был на соревнованиях в Перми 3 раза и в Москве. Как и в любом образовательном учреждении, учащиеся кадетской школы принимают активное участие в различных олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, научно-практических конференциях. Ведь задача педагогов и офицеров-воспитателей не только готовить кадетов к будущей военной службе, но и воспитывать всесторонне развитую личность.